С завершением учебного года в стенах Алданской школы номер 2 вовсе не становится менее оживленно и шумно. Совсем наоборот, кутерьма здесь усиливается. В первый месяц лета выпускники сдают государственную итоговую аттестацию. На базе второй школы располагается один из 9 пунктов приема экзаменов для девятиклассников. На базе нашей школы, на базе второй школы сдает несколько школ. Ребята из гимназии здесь же сдают, и ребята из школы с углубленным изучением отдельных предметов тоже здесь сдают. Но это в пределах 300 человек у нас проходит через наш пункт сдачи экзамена. Волнуемся все, и педагоги, и учителя, конечно, и наши ребята особенно, я думаю, что они волнуются. Ну, хочется, во-первых, пожелать, что все будет хорошо. Если есть знания, то ничего не должно волновать, все должно быть спокойно. В этом году в Алданском районе основное среднее образование завершают порядка 500 человек. В аудиториях второй школы тестирование пишут ученики образовательных учреждений города и близлежащих поселков. Обязательными остались математика и русский язык. Также школьникам следовало выбрать 2 дополнительных предмета. Подготовка шла хорошо. Несколько дней напролет я зубрил математику. Сейчас настроение немного страшно, но я уверен, что сдам экзамен. Пока девятиклассники проходят решающие испытания, их младшие товарищи наслаждаются каникулами. В первый день лета мальчишек и девчонок принял пришкольный лагерь дневного пребывания детей. Каждое утро на площадке начинается задорно и весело. И даже если погода к прогулкам не располагает, ребята знают, что скучать не придется. У нас после обеда по плану мы хотим получить для отряда кричалки, девизы, какие-нибудь такие вот вещи. Ну и, конечно, если погода чуть-чуть наладится, то мультик в РДК у нас будет. Для того, чтобы каждый день был интересным и плодотворным, педагогам требуется немало изобретательности. А их первыми помощниками становятся вожатые. Ребята, заканчивающие в этом году 11 класс, совмещают работу на площадке со сдачей выпускных экзаменов. По словам школьников, сложностей с таким совмещением они не испытывают. Площадка, экзамены – это достаточно не мешают друг другу эти вещи. Экзамены можно подготовиться ближе, ко второй половине дня. Площадка у нас заканчивается в 3 часа, и как раз там консультации, еще что-то. Ну и успешно сдать собственные ЕГЭ. Глеб имеет опыт взаимодействия с подрастающим поколением. На пришкольных летних площадках он бессменный вожатый. Сейчас в его отряд входят ученики с 1 по 6 класс. И с разновозрастной группой работать очень интересно. Настроение огненное, на самом деле. Очень хорошая смена, во всяком случае, ее начало. Обещает быть очень интересно, все клево, очень активные дети. Будем надеяться, что все и хорошо пройдет. В лагере дневного пребывания отдыхают порядка 90 детей. К 2 действовавшим ранее в этом году добавился еще один отряд – спортивно-оздоровительный. Вожатая Наталья Мартенс – бывшая выпускница второй школы и будущий педагог. Сейчас девушка проходит летнюю практику. С выбором профессии, говорит Наташа, она не ошиблась. Детишки хорошие, отзывчивые, добрые, активные очень. Порой даже за ними не поспеваешь. Носятся. Хорошие все равно. Когда я была маленькая, тоже ходила на площадке. Мне очень нравилось вообще. Там тоже всякие мероприятия были. Мы что-то сами устраивали, выступали, готовили. В течение учебного периода от отсутствия задач, впечатлений и эмоций ни ребята, ни педагоги также не страдают. Несколько месяцев назад учителя и ученики приступили к реализации проекта, посвященного юбилею второй школы. Осенью, то есть уже в новом учебном году, она отметит 90 лет. Большое внимание уделяется нравственно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Большое место занимают проекты патриотического воспитания. Мы уже 2 года реализуем проект «Календарь Победы». Мы гордимся, потому что столько всего сделано, и уголок мы оформили новый. Сейчас у нас много ребят на СВО, мы все это отслеживаем, тоже пытаемся связь поддерживать и помогать, и где-то материально,
насколько это можем, там плетем, ребята у нас на уроках технологии, и плетут сети, и делают свечи, и мы им помогаем. Ученики и педагоги активно участвуют во всех событиях районного и республиканского уровней, присоединяются к различным социально значимым и памятным акциям, а также реализуют собственные творческие проекты. В литературной гостиной, впервые открывшейся в стенах актового зала в прошлом году, коллективы школ района с удовольствием представляют свои вокальные, хореографические и поэтические таланты. Конечно, интересно, прям очень. То есть тут вот барабаны принесли, еще что-то. Разные школы приехали, очень интересно посмотреть. Учителя и дети с энтузиазмом пробуют силы во всероссийских просветительских проектах. Свою грамотность в тотальном диктанте ежегодно проверяют многие педагоги. К добровольной контрольной, по великому и могучему, наставники привлекают и воспитанников. Мы готовимся к тотальному диктанту, мы уже знаем основные моменты, на которые нужно обращать внимание. Я сама лично принимала участие более 5 раз. Уже точно не могу сказать, не каждый год, но более 5 раз я принимала участие. Вообще это дело очень хорошее. Тем самым мы проверяем свои знания, как учителя, как люди. Мы подаем пример нашим ребятам. Я сажусь в кабинет, рядом садится ученик в кабинет. Мы подаем пример родителям нашим, которые тоже могут принимать участие, и по желанию немного родителей, но все равно они есть. 2-3 человека обязательно находятся, тех, кто желает и проверить свои знания и навыки, и приобщиться к этой акции. Директор второй школы Оксана Шабалина ведет в средних и старших классах историю и обществознание. Педагогический коллектив Оксана Владимировна возглавила в 2024 году. Всего же в сфере образования она отдала более четверти века. Приход в профессию для нашей собеседницы был предопределен. В ее семье почти все педагоги. На мой выбор, на выбор профессии повлияла моя семья. Дело в том, что в моей семье все педагоги. В настоящий момент у нас 3 директора. У меня сестра директор школы в Забайкалье. Моя племянница в Петропавловске-Камчатском директор школы. Ну вот и я. Моя тетя была учителем. Моя мама начинала как библиотекарь в школе. И затем она продолжила работу в школе. Мой отец, когда приехал и оказался в Забайкалье, потому что я именно оттуда, он закончил музыкальную школу, музыкальное училище, и первые 2 года он преподавал музыку в школе до того, как перешел на другую должность. Моя сестра воспитатель, но перед тем, как перейти в детский сад, она много лет проработала учителем начальных классов. То есть у нас буквально все. 2 моих племянника, они оба получили педагогическое образование. Один закончил спортфак, а второй сейчас преподает в техникуме. Вот. Единственная моя дочь, она врач. А так у нас все учителя, поэтому в таких случаях, говорят, вариантов не было. С детства тетради, с детства дети чужие дома, с детства я росла в школе. Поэтому выбора другого, собственно, и не было. Педагогический стаж у меня более 25 лет, но он был прерван в тяжелые 90-е годы, когда в начале 90-х я уходила на 2 года на предприятие работать, и поэтому стаж 2 годами прервала. А так, конечно, было бы чуть больше. Но более 25 лет у меня есть уже педагогического стажа. Если о том, что свяжет жизнь с педагогикой, Оксана Владимировна знала с детства, то к преподаванию истории и обществознания пришла не сразу. В школе нашу собеседницу особенно привлекала лингвистика, и Оксана поступила в педагогический университет на факультет иностранных языков. Получив диплом, несколько лет работала в школе учителем английского. Вообще начинала я как учитель английского языка, потому что первая моя специальность педагогическая – это учитель
английского языка, учитель иностранного языка. Я несколько лет работала. В школе возникла такая ситуация, когда мы оказались без учителя истории. А так как мой отец, он знаток истории, я с детства, в общем-то, росла на книгах исторических, то для меня не оказалось проблемой пройти переподготовку. Я получила второй диплом, защитила дипломную работу и уже преподавать стала историю. И основная моя деятельность, то есть более 20 лет я преподаю историю. А вообще у меня есть еще и диплом о высшем образовании как учитель начальных классов. То есть 3 диплома и все 3 педагогических. Ну, 4-й это уже менеджмент. В марте 2024-го Оксана Владимировна заступила в должность директора второй школы. И вновь учиться пришлось многому. Впрочем, необходимость получения новых знаний педагога никогда не страшила и не обескураживала. Коллектив для меня новый. Я в этой школе не работала, и я сюда пришла, впервые переступила порог этой школы уже как директор. И поэтому, может быть, где-то что-то сглаживалось, где-то я открывала новые характеры, по-новому видела людей, по-новому отношения там выстраивала, то есть с чистого листа все. Ну а если что касается вот основной моей работы, это все-таки работа с документацией, работа с программами, работа с целеполаганием школы. Здесь, конечно, какие-то моменты бывают, возникают, сложные моменты возникают, но я очень благодарна и коллегам во второй школе, и благодарна департаменту образования. Какой бы я вопрос ни задала, с какой бы я трудностью ни столкнулась, где бы я в тупик ни зашла, я обращаюсь сразу к тем, кто более компетентен в этом. Координация учебно-воспитательной и административно-хозяйственной деятельности, анализ работы и определение стратегии развития учебного заведения, ведение документации, взаимодействие с коллегами, учениками и их родителями, задач у директора школы масса. В компетенции Оксаны Владимировны организация и контроль всех направлений и процессов. Есть сложные моменты быть директором, но очень интересно, потому что круг вопросов, он просто необъятный, начиная от хозяйственной деятельности, воспитательной, образовательной, работы с трудными детьми, работа с родителями, все это проходит через меня. Отношения нового директора с педагогическим коллективом сложились быстро. Контакт с учениками Оксана Владимировна тоже нашла легко. Впрочем, в общении с детьми у педагога никогда сложностей и не возникало. Оксана Владимировна прекрасный директор, очень добрый человек, прекрасный просто. Любые вот проекты, если у нас есть какие-то планы, задумки, все поможет организовать. Намного больше стало проектов, которые проводятся на нашей школе, даже литературная гостиная. То есть все намного стало активнее вместе с ее приходом. Как известно, не только учитель учит детей, но и дети учителя. И по мнению Оксаны Владимировны, уроки ребят не просто важны, они бесценны. Необходимо лишь уметь видеть и понимать эту науку. Очень многому учат. Вы знаете, порой возникают такие ситуации, что себе говоришь: стоп, вот это, из этого нужно извлечь урок. Порой дети могут научить и доброте, и взаимовыручке, и активности какой-то. Это безусловно. Мы у детей учимся, дети у нас учатся. Это взаимосвязанный процесс. Дети нацеливают педагога на саморазвитие, поскольку их вопросы подчас заставляют основательно задуматься. Оксана Владимировна убеждена, ни одно обращение ученика не может оставаться без отклика. И учитель должен быть на одной волне с молодежью. Но сейчас мир меняется. Уже вплотную подошли нейросети, которые мы должны освоить, мы обязаны это освоить. Мы должны идти со временем в ногу, с нашими детьми в ногу, потому что без этого никак. Иначе какой может быть образовательный и воспитательный процесс, если мы будем использовать старые технологии, старые методики? Дети развиваются, они другие, они неплохие, они интересные, потому что это новое время, в свое время и мы были для своих учителей
в чем-то непонятны. Ну и сейчас мы также стараемся понимать детей, их интересы, их вкусы, их желания какие-то. Учитель, говорит наша героиня, учится всю жизнь. Профессиональному росту способствует как каждодневное взаимодействие с детьми, так и общение с коллегами. Массу ценного дают семинары, тренинги и различные курсы повышения квалификации. Не зря сейчас такая тенденция, что мы должны учиться и развиваться постоянно на протяжении всей жизни. Я вам хочу сказать, что я вот из последнего меня очень вдохновляет на дальнейшую работу. Я являлась участником делегации от нашей республики Саха-Якутия. Нас всего было 10 человек от нашей республики. Мы принимали участие в большом совещании по развитию Дальнего Востока. И это проходило с 23 по 25 марта в городе Хабаровске. И там я, конечно, для себя взяла много. Профессии, связанные с историей и обществознанием, а также иностранным языком, выбирают многие выпускники Оксаны Владимировны. Некоторые ребята уже сами преподают эти дисциплины. Но я хочу сказать, что вообще за мою педагогическую деятельность как учителя истории у меня, конечно, я сейчас уже и не пересчитаю, сколько юристов я выпустила как преподаватель обществознания. У меня 5 выпускников разных лет, они пошли конкретно в педагогические вузы на историко-филологический факультет. То есть они сейчас учителя истории. Сколько экономистов, которые имеют непосредственное отношение к обществознанию, к разделу экономики, тоже много. У меня есть выпускники, которые, два выпускника, которые, именно с которыми я занималась и закончили ИНЯС. Тоже я считаю, что это моя заслуга, потому что я непосредственно с ними занималась и готовила их и к сдаче экзаменов, и к вступительным экзаменам, в том числе в ВУЗ тоже. Ученики бывшими не бывают, и теплые доверительные отношения у педагога сохраняются со всеми воспитанниками и их родителями. Уроки Оксаны Владимировны повзрослевшие ребята вспоминают с огромной благодарностью. С ребятами я со всеми поддерживаю отношения. На все праздники мне сыпятся куча открыток. И уже теперь я могу сказать, из всех уголков России, и не только из России, кто-то уже живет и за рубежом, дети повзрослели, создали свои семьи, состоялись в профессии, состоялись как личности. И никто не забывает. На самом деле, и я их никого не забыла, конечно. Я всех помню по именам, фамилиям, каждого характер. По привычкам, да, привычки, характер, какие-то словечки особые у каждого, это безусловно. Свободного времени у директора школы остается совсем немного. Главной страстью Оксаны Владимировны являются герани. Об этих цветах она знает все. Сейчас у нее порядка 200 растений, и все они разные. Но я бы не сказала, что я прямо чем-то увлекаюсь очень сильно. Я чаще мечтаю чем-то заняться, серьезно. Но я хочу сказать, что со своих школьных лет я шью. То есть я очень много шью. И одежды для себя непосредственно я шью только себе, потому что так удобнее. Да, я вяжу тоже себе много вещей, близким вяжу. Ну и вот, занимаюсь цветоводством, но я не сказала бы, что я в каком-то большом масштабе цветоводства. Я выращиваю только герани. Почему-то так сложилось, что у меня растут только герани. И я поэтому занимаюсь только геранями. Часть вот у меня здесь на работе есть, а часть, конечно, большая часть дома, вот цветов. А так я, конечно, люблю гулять, люблю путешествовать, люблю свежий воздух, люблю природу. Я из Забайкалья, и в республике Саха я не так давно. Я 6-й год здесь, но я влюблена и в Алдан, и в природу, и мы с мужем очень часто просто выезжаем, чтобы
Просто так, подышать воздухом, что называется. Экзамены финишируют, скоро завершится сезон и в летнем лагере. А значит, для наставников близится пора перезагрузки. Между тем, завершить учебный год для директора и педагогов означает перевернуть страницу на год следующий. И планы уже определены. Поставлены цели и задачи, намечены инициативы, которые будут реализованы, а также выработаны пути решения различных вопросов. Летние каникулы не останавливают школьную жизнь. Они являются своеобразным порогом в новое пространство.